Добрый день, дорогие друзья! В эфире программа «Якутск сегодня», у микрофона ведущая Светлана Антонова. Согласно новому федеральному законодательству в сфере жилищно-коммунального хозяйства, с 1 июля текущего года у нас в республике начала внедряться новая система «Дом онлайн». Что она собой представляет, с какой целью она была разработана, на кого ориентирована в первую очередь. Об этом сегодня расскажут гости студии. Это директор агентства субсидий Наталья Павловна Сивцева. Здравствуйте. Здравствуйте. Главный специалист Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Аял Викторович Олесов. Здравствуйте. Добрый день. И начальник отдела информатизации Туяра Викторовна Ноева. Здравствуйте. Добрый день. Дорогие друзья, мы работаем в прямом эфире. Телефоны нашей студии 32 2066 и 32 1166. Кроме того, свои вопросы вы можете отправлять к нам посредством WhatsApp на номер 758 по 750. Итак, тема нашего разговора сегодня – новая система «Дом онлайн». Скажите, пожалуйста, с какой целью она была разработана, эта система? Пожалуйста, вопрос к Аялу Викторовичу. В целях обеспечения прозрачности взаиморасчетов в отрасли ЖКХ была разработана данная система. Единая интегрированная информационно-аналитическая система по начислению и сбору платежей населения Республики Саха-Якутия за жилищно-коммунальные услуги, или краткое официальное брендовое наименование «Система Дом онлайн». Данная система представляет собой биллинговый сервис для управляющих организаций, товариществ собственников жилья и ресурсно-снабжающих организаций. Система позволяет данным организациям произвести расчет за плату за жилищно-коммунальные услуги в соответствии со всеми установленными правилами. Но данная система представляет собой не только биллинговый сервис, а комплекс подсистем, тесно взаимосвязанных между собой. Это аналитика, расчет субсидий, обработка и хранение информации. Система внедряется планомерно правительством республики с 2014 года. Ну и в целом более подробно о ходе внедрения, вам расскажут представители агентства субсидий. Туяра Викторовна, наверное, у вас есть что добавить по системе новой, да? Как Аял Викторович сказал уже, что эта система собой представляет не только биллинго-расчетную подсистему, а также она состоит из 6 подсистем, которые у нас уже находятся на этапе внедрения. Это у нас биллинговая подсистема, которая должна обеспечить расчет за жилищно-коммунальные услуги. А пользователями этой системы будут управляющие компании, ресурсоснабжающие организации и товарищество собственников жилья. Также есть подсистема информационно-аналитический центр Министерства ЖКХ, который будет в режиме онлайн производить онлайн-аналитику по задолженностям, по начисленным суммам, по принятым поступившим оплатам. Также у этой подсистемы есть портал «Электронная ЖКХ», в котором будет у каждого гражданина доступ в личный кабинет, посредством которого он может воспользоваться при внесении показаний приборов учета, сможет посмотреть в режиме онлайн также свои начисления по своему лицевому счету, может также подать жалобу на некачественное предоставление услуг, а также может подать заявление на получение субсидий. Ну, я так понимаю, что этот портал, собственно, создан для удобства наших граждан. Потому что, например, мы сейчас ходим, когда оплачиваем за услуги жилищно-коммунального хозяйства, получается, квартплату мы платим в одном месте, за свет мы платим в другом месте, например, за газ в третьем и так далее. Как раз вот эта система, она предназначена для того, чтобы он выдавал такой так называемый единый платежный документ, чтобы гражданина не гонять по разным организациям, предприятиям ЖКХ, а чтобы он мог подойти в одно какое-то место, или через портал, или также через мобильное приложение и оплатить все разом за все свои жилищно-коммунальные услуги. У этого портала также будет мобильное приложение. Сейчас, как мы знаем, уже у нас технологии идут вперед, а люди уже привыкли пользоваться, уже умеют пользоваться именно этими мобильными сервисами. И эта система также будет иметь свое мобильное приложение. А мобильное приложение, оно разработано на 3 основных очень популярных операционных системах. Это как Android, это как iOS и Windows Phone. А можно ли будет оплатить, например,
с карточки пластиковой за услуги жилищно-коммунального хозяйства, Конечно, не да. снимая наличность. Естественно. Вот мобильное приложение как раз оно будет использовать эту технологию. То есть это действительно И также портал тоже, да. является основанием и удобством Да, для осуществления конечно, да. наших коммунальных платежей. Это самое главное удобство гражданам, чтобы не выходя из дома, да, они могли производить оплату, да, смотреть свои расчеты по своей квартплате, вносить показания приборов учета, чтобы они не бегали по разным организациям, инстанциям, все в одном месте, не выходя из дома. Наталья Платоновна, а вот в чем состоят задачи агентства субсидий как основного реализатора проекта? Ну, я бы хотела начать сначала с уточняющего, да, момента, поскольку агентство субсидий люди привыкли ассоциировать только с получением субсидий, там адресных, да, организациям также. Я бы хотела отметить, что у нас есть еще вот третье направление, где мы являемся органом, который ответственен за внедрение вот данного продукта. И здесь вот нужно сказать, что наша роль заключается в том, что на самом деле здесь много участников. На сегодняшний день, когда система еще находится в опытной эксплуатации, значит, мы занимаемся координированием действий между, значит, разработчиком, заказчиком, пользователями, да, участниками этой системы, которые сегодня вот в лице которых выступает организация города Якутска, управляющие компании, ТСЖ, которые сегодня вот находятся уже в системе, порядка 40 тысяч лицевых счетов. Также у нас Намский УЛУС, Нам Коммунтеплоэнерго внедряет эту систему. Из ГУПа ЖКХ Хангаласский участок Коммунтеплосбыта и Сахаэнерго – это Кобяйский участок. Здесь, значит, задача наша заключается в том, чтобы выявить те проблемные моменты, значит, состыковать их между собой. Мы сегодня столкнулись реально, да, ну, понятно, что это объективно сложилось, поскольку единой системы в республике не было. Каждая, вот технологии не стояли на месте, каждая организация, каждый ресурсник, управляющая компания, они уже начали внедрять свои, да, информационные системы. Естественно, вот это все сегодня находится в разрозненном состоянии. Мало того, что нет этой единой базы, так у нас, как оказалось, и, естественно, разные участники применяют разные методики расчетов. Это все влияет, конечно, на единообразие, это все влияет на платежи. Соответственно, мы вот все эти вопросы выносим и находим решение. Дорогие друзья, это программа «Якутск сегодня». Напоминаем, что мы работаем в прямом эфире. Наши телефоны 32 2066, 32 1166. Кроме того, свои вопросы вы можете отправлять посредством WhatsApp на номер 758 850. И сегодня мы говорим о внедрении новой системы «Дом онлайн». Что же, мы продолжаем наш разговор. Наталья Платоновна, а вот вы говорили, что проблемы, да, стояли перед отраслью. Давайте их обозначим. И вообще, какие преимущества нам сможет предоставить новая система простыми словами, чтобы доходчиво было объяснено для наших телезрителей и радиослушателей? Да, ну как мы сегодня, действительно, вы и сами сказали, что отрасль достаточно сегодня, ну, сложно, да, для понимания. Населению сложно ориентироваться в тех документах, которые сегодня получают. Кстати, мы столкнулись с проблемой с тем, что у нас не доводятся квитанции до каждого гражданина, да. Соответственно, он платит только, когда приходит в кассу оплачивать, заранее ему платежные документы не выставляются. И это является одним из таких факторов, который и не дает человеку разобраться. Мало того, в этих квитанциях, допустим, да, даже если человек при оплате получает, то сложно разобраться, допустим, если степень благоустройства у него, да, какая степень, какие нормативы применены при расчете его платежей. Сегодня это из квитанции не увидеть. Вот одна из задач, которую должна решить вот единообразие, система информационная, которую мы внедряем, да, значит, это должно стать понятным документом для гражданина, в котором будет словами расписано, какая степень благоустройства у него имеется. Допустим, сегодня, если рассчитывается, ну,
приборы учета у нас еще не повсеместно, да, и вряд ли они будут везде, поскольку у нас есть технические ограничения, да. Значит, степень благоустройства, что это такое? Это наличие ванны, там, душа, канализации и так далее. При этом эти нормативы у нас делятся на несколько разных видов. Применяются они могут по-разному, но зачастую можно встретить, что у населения нету той степени благоустройства. Им непонятно, какой норматив применен. Соответственно, если будет словами написано, он же сам уже сможет прочитать вот это в платежном документе и разобраться. Да? То есть человек, приходя в кассу, должен уже знать, за что он платит, конкретно какие услуги, какой уровень комфортности у него. Да, жилья. установлен, да. Совершенно верно. И, значит, кроме того, попав в единую систему, платежи, значит, будут автоматически использоваться для расчета субсидий, которые идут из бюджета. Вот, сегодня как раз вопрос по субсидиям и интересует больше всего населения. Ну вот необходимо делить на две составляющие. Да? Есть субсидии, которые идут на разницу тарифов. Мы с вами сегодня, как граждане, оплачиваем неполный тариф, льготный. У нас льготный тариф. На самом деле коммунальные услуги стоят дороже намного, да? И в республике принято решение, что население будет пользоваться льготными тарифами. И вот разница, значит, выплачивается из государственного бюджета. Сегодня окупаемость тарифов коммунальных в среднем по республике не достигает 40%. Да, не достигает, меньше 40%. То есть больше 60% расходует бюджет. Из, значит, республиканского бюджета эти субсидии большие, да, они сегодня уже сформировались в районе 16 миллиардов, они идут организациям. А вот есть вторая субсидия, это адресная субсидия для граждан, у которых доходы не позволяют им оплачивать полностью расходы на коммунальные услуги, на жилищно-коммунальные услуги. И здесь у нас получателями являются уже граждане. Эти граждане у нас сегодня в республике порядка 30 тысяч семей, и они пользуются вот этой социальной помощью по определенному порядку. А порядок вот этот будет изменен в связи с внедрением системы? Да, вот какие преимущества даст система, да, для получателей. Сегодня, вот как вы сказали, придется вот, или вносить вот в кассу, да, каждого поставщика отдельно оплату. И точно так же, если для получателя требуется пакет документов собрать, он обязан будет предоставить справки, да, с каждого поставщика, что у него там нету задолженности. А система Дом онлайн позволит это сделать автоматически, то есть мы уже также перестанем требовать у граждан. Эта система выдаст нашим сотрудникам доступ, по которому они смогут получить эти данные из системы централизованно. Ну что ж, действительно, это очень удобно. А вот что уже сделано на данное время, и когда мы сможем воспользоваться новой системой? Попросим ответить Туяру Викторовну и Аяла. Наверное, сегодня тоже, на данный момент, да, система, она у нас уже разработана и находится в опытном режиме. Да? Как Наталья Полтунова сказала, у нас есть 4 пилотных объекта внедрения. Да? Это город Якутск. В городе Якутске все при поддержке администрации города Якутска было создано муниципальное учреждение, оно называется расчетный биллинговый центр, да, который занимается внедрением на территории города Якутска. А также у нас НАМ Коммунтеплоэнерго находится, да, Хангаласский район и Кобяйский район, вот, значит, внедрение. Ну, система, конечно, сейчас еще проходит как раз вот стадию того, что, ну, так вот можно сказать, да, именно притирки, да, потому что действительно сейчас учитываются все пожелания как раз вот наших пилотных объектов, да, вносится, дорабатывается какой-то функционал, да, который вот, может быть, им необходим, да, которого изначально не было. То есть все равно работы и по доработке, конечно, у нас идут, да, по пожеланиям наших участников объектов внедрения. Ну, по городу Якутску у нас уже более 109 управляющих компаний на сегодняшний день переведены и уже работают в этой системе, да.
Так, Хангаласский район у нас полностью тоже работает. Аял Викторович, есть что дополнить? Ну, в целом, все уже как бы подробно рассказали. Я разве что могу дополнить, что система данная внедряется как бы и в рамках исполнения 209-го федерального закона о государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства, по которому срок до 1 июля 2016 года все организации, вот, которые работают в сфере ЖКХ, будут обязаны предоставлять данные. И министерством планируется провести семинар, обучающий по внедрению, по регистрации в данной системе. Там есть очень много нюансов, очень много изменений в жилищном кодексе. Мы сейчас вот прорабатываем эти вопросы и какая информация должна вноситься. Вот отмечу, что те организации, которые перешли на нашу систему, те данные, которые они завели в нашу систему, они попадут в автоматизированном режиме вот в эту федеральную систему ГИС ЖКХ. Им дополнительно ничего не надо будет перебивать и повторную работу проводить. Ну что же, мы слышали, что в связи с внедрением вот этой новой системы Дом онлайн, да, была утверждена новая форма платежного документа. Вообще вот что это даст нашим гражданам? Да, форма платежного документа была утверждена Министерством ЖКХ. Данная форма это была... будет единый документ, сколько я понимаю, да? Нет, единый он будет, когда все организации вот, заключат соглашение или одна организация возьмет на себя договорные обязательства других организаций и будет предоставлять, оказывать услуги по начислению и сбору средств данных организаций за жилищно-коммунальные услуги. Данная форма, она примерная, она была разработана в соответствии с федеральным законодательством, так был утвержден приказ Минстроя вот летом в июне, 9 июня, насколько я помню, 924 ПР приказ. И она соответствует пункту 69 354 правил. Там определен перечень информации, который обязательно должен быть размещен именно в платежном документе. Данный платежный документ обязан рассылаться всеми исполнителями коммунальных услуг до потребителей, и чтобы человек уже мог получить и посмотреть, вот сколько я должен заплатить. И именно с такой вот квитанцией подойти на кассу и оплатить. Вот. Или если у него есть какие-то возражения по сумме начисления, позвонить в управляющую организацию или исполнителю коммунальных услуг, и уже как бы до момента оплаты уже все проблемные вопросы устранить. И в нашей форме, да, в региональной, которую мы утвердили, там есть свои особенности в виде штрихового кода, который вот мы предусмотрели, чтобы человек мог подойти к терминалу любому, который вот расположен, например, Сбербанк, да, подойти, просто просканировать, и вся его плата отразится в терминале и произвести быстрый платеж без очередей, без стояния там долго на кассах. Также в платежном документе у нас есть отрывной квиток, где можно ввести показания приборов учета и передать в управляющую организацию, чтобы не вносить уже в момент приема платежей, а с 23 по 25 число мы рекомендуем передавать. По идее, вот законодательно граждане не обязаны, а вправе передавать, чтобы им произвели расчет по тем данным, которые они передали в управляющую организацию. То есть чтобы человек уже мог видеть актуальную информацию, а не так, что он не передал, ему насчитали по нормативам какую-то сумму выше, да, которую он должен платить, а потом произвели перерасчет. Это все путает граждан, и в целях этого мы решили, что должен быть вот такой отрывной квиток. Ну что же, а хотелось бы знать, вот внедрение этой новой системы Дом онлайн, оно насколько выгодно для, вот, например, управляющих компаний, для предприятий, которые являются поставщиками, например? Управляющим компаниям ТСЖ, да, все пользователи этой системы, да, система будет предоставляться безвозмездно, да, то есть это у нас государственный сервис, да, а для того, чтобы они вели именно свои расчеты, да, по лицевым счетам в нашей системе, да, он предоставляется им совершенно безвозмездно. А вот система Дом онлайн, она уже начала работать в регионах России?
Надо сказать, что эта система, ну, по своим технологиям достаточно уникальна. Это был заказ правительства Республики Саха-Якутия. И, значит, на федеральном... Мы немного опередили вот упомянутый 209-й федеральный закон, да, в этом отношении. И если на федеральном уровне закон принят только в 2014 году, то республика вот к этому процессу начала двигаться еще с 2010 года. И вот процедурные вот эти моменты мы начали вот с 2014 года уже непосредственно к разработке. С 2013 года обследование было, с 2014 года непосредственно к разработке приступили. И поэтому мы сегодня уже находимся вот на такой стадии, достаточно вот завершающей, да, и в скором времени планируем воспользоваться вот плодами. Ну, что касается, вот дополню, что по управляющим компаниям ТСЖ, естественно, должна появиться прозрачность. Прежде всего, конечно, система направлена для того, чтобы население, да, воспользовалось вот новыми технологиями, видело, как мы обычно вот привыкли сегодня видеть по другим сферам, да, будь то это мобильная связь, другие услуги, где можно оперативно достаточно иметь личный кабинет, видеть это все в режиме онлайн. То же самое сегодня вот внедряется в ЖКХ. Другое дело, что здесь, значит, законодательное регулирование только начинает, да, ну, настраиваться на эту волну, это первое. И второе, участников очень большое количество. И здесь я бы хотела вот сказать, что у нас не только вот, если даже система сама по себе будет готова, да, то нам, чтобы ее наполнить, да, чтобы сделать ее живой, чтобы она жила, да, соответственно, нужны участники. Участники — это у нас, кроме управляющих компаний ТСЖ, это само еще население. Каким образом оно должно участвовать? Да, вот первое, мы хотели бы, чтобы вот сегодня те пользователи, которые уже в системе находятся, да, они, ну, в принципе, они не должны почувствовать, изменилась только информационная система. Пользователь увидит это, когда мы выведем его на портал, когда он сможет увидеть у себя в компьютере, в личном кабинете свои показания, сможет их ввести, да, показания ну, с мобильного устройства также. Поэтому прежде всего хотелось бы, чтобы было активное население, которое бы сподвигло также, да, свои управляющие компании участвовать вот в этом проекте, включиться в этот проект. Соответственно, ну, преимущество, конечно, для этого нужно создать все условия, чтобы система работала без сбоев. Вот сегодня мы как раз работаем над тем, чтобы устранить эти шероховатости, для того, чтобы система работала бесперебойно. Ага. А для ресурсников, для бюджета того же, мы должны получить вот эту ту прозрачность, которая позволит, вот, основываясь на этих платежах, реальных платежах населения, уже планировать вот бюджетные деньги.